Учительство не труд, а отречение, умение всего себя отдать, уйти на долгий подвиг и мучение, и в этом видеть свет и благодать. Сегодня мы бы хотели остановиться на некоторых моментах издания нашего журнала «Столичное образование». Всего за годы 1917-2019 год опубликовано 1799 статей учителей. Я думаю, что это большой прогресс в нашем издании. Наш журнал издается 4 раза в год. Последний журнал номер 3-4 был посвящен итогам учебного года. В официальной части был размещен очень интересный материал об итогах Всероссийской олимпиады детей, и школьников. Здесь были опубликованы портреты, итоги как учителей, так и детей. Также мы сделали акцент в данном журнале на тех детей, которые получили 100 баллов на экзаменах. В каждом номере журнала есть рубрика, которая посвящена юбилеям. Юбилеи бывают у педагогов разные, большие и малые. Вот в данном номере журнала была посвящена статья замечательному человеку, инспектору ГРАНО Копыловой Тамаре Васильевне, которой 2 октября исполняется 80 лет. В нашем журнале появилась новая рубрика, которая посвящена 75-летию Победы. В номере 3-4 были опубликованы несколько материалов о наших педагогах. Это Авозиной Марии Филипповне, Бяковой Людмиле Константиновне и Самсоновой Тамаре Парфеновне. Мне нравится, что помимо того, что статьи пишут педагоги, также пишут сочинения и небольшие статьи по своим наблюдениям, исследованиям дети. Вот, например, ученики 2 класса вместе со своей учительницей Зотовой Верой Борисовной, Тулабинская средняя школа, написали несколько сочинений о педагогах, детях войны. И вот, допустим, детей поразила судьба педагога Михайловой Матрены Самсоновны, которая в начальной школе работала в 1-м, нулевом даже классе, собирала за комбайном колоски злаковых, которые сдавали затем в колхоз. Они распиливали также маленькие дети, распиливали чурки для трактора, учились в 3 классе. И однажды, когда она была в 3 классе, ей даже доверили получить зарплату для всей бригады. Она поехала на лошади очень далеко, за 40-50 километров, ехала весь день, ночевала где-то, получила деньги, и затем она возвращалась в колхоз. Вот на таких вот примерах как бы воспитывается наша молодежь, которая сейчас совершенно другая, изнежена. И вот они видят, что такие же дети, как они, но они уже совершали маленькие подвиги. Поэтому данную рубрику мы будем продолжать печатать в течение всего этого года. В журнале имеются интересные галереи. Одна из галерей журнала номер 3-4 посвящена 95-летнему юбилею Авдеевой Фаины Иннокентьевны. Фаина Иннокентьевна – удивительная женщина, которая проработала директором Дворца детства более 60 лет. Эта легендарная личность сделала очень много для нашего города. И вот здесь, на этих страницах, отдельные моменты работы Фаины Иннокентьевны. Далее в журнале у нас публикуется большая практика и опыт наших педагогов. Здесь имеются разработки уроков, неклассных занятий, работа с родителями, творческие мастерские и так далее. В данном журнале мы осветили опыт конкурса 11 золотых уроков. Сюда вошли педагоги, которые дали самые лучшие уроки, описали их и выставили во всеобщее обозрение.
Мне нравится, что в нашем журнале также есть такая рубрика «Я хочу рассказать». В данной рубрике мы представляем отдельный опыт, творческий опыт отдельных педагогов нашего города. Конечно же, доброе слово и кошке приятно, поэтому учителям очень приятно, когда о них говорит администрация образовательной организации, рассказывает о их заслугах и делают какие-то им небольшие подарки какому-то определенному дню. Также в этой рубрике мы печатаем небольшие эссе наших педагогов. Вот, например, в номере 3-4 преподаватель, воспитатель Прокопьева Светлана Иосифовна, воспитатель МДО номер 14 Журавлик, рассуждает о профессии воспитатель, хотя, в общем-то, с детства она мечтала о том, чтобы она была балериной. И вот что она говорит про эту профессию воспитателя. Воспитатель 21 века – это странник, всегда находящийся в пути. Вот и в детском саду необходимо не просто учить детей, а каждый день общаться с ними, заниматься деятельностью, открывая для себя и воспитанников новое. Мне приходит на ум высказывание Дисверка: «Плохой учитель преподносит истину, хороший учит его находить». Или Кузьмина Туяра Семеновна, педагог-психолог Тулагинской средней школы. Она тоже рассуждает о профессии учителя. И она говорит, что у нее были и порой бывают сомнения в работе, как у всех учителей. Но со временем понимаешь, что так и должно быть. Без падений, без слез, без проблем невозможно жить. Только чуть-чуть нужно терпеть, работать над проблемой, прилагать усилия, и тогда все будет окей. Дорогие педагоги, мы приглашаем вас быть авторами нашего журнала. Следующий номер у нас будет опубликован в октябре, и затем в декабре. Удачи вам, творчества и везения!